Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Где и когда вы узнали о начале войны? В начале войны я тогда учился еще, окончил 7 классов. Ну и, наверное, тогда слушал, наверное, война началась. Стариков начали забирать в армию. И от нашей семьи, значит, уехал один брат, не вернулся домой, погиб там. Меня, значит, взяли в армию в 1944 году. В 1944 году я, значит, попал в Уфу, 28-й учебный стрелковый полк, курсантом. Ну, там, значит, курсантскую службу, учебу мы не могли закончить. Нас отправили на Дальний Восток, ну, воевать с японцами, освобождать Китай от японцев. Прибыли в военный городок Радыково в Дальнем Востоке с армией. С апреля месяца по август нас готовили, значит, воевать с японцами. В августе месяце, значит, в 1945 году, уже в августе месяце 1945 мы, значит, выступили в бой китайцами, японцами, освобождали Китай. Служил я, значит, этим снайпером, попал в госпиталь. После госпиталя, значит, я свой час не мог попасть. Меня отправили в пересыльный пункт. Город Ворошилов, сейчас называется Ворошилов, а сейчас называется Уссурийском. А с пересыльного пункта, значит, нас взяли, значит, 68-й отдельный стрелковый рота, охрана, это как его, 47-й артиллерийский, все союзные, 47-й артиллерийский, значит, полк. Войск склад номер 47. Вот, в войском складе номер 47 я служил до конца 1951 года. В 1951 году, значит, вернулся, значит, оттуда домой. Воевать почти нам не пришлось, но меня, значит, немножко задело эти осколки от правой груди. Значит, я попал в госпиталь 310-й военный госпиталь. После госпиталя, значит, меня домой не отправили, значит, оставили служить. Дома никто нет, уже отец один остался. Он, значит, заболел, не мог ходить, значит, здесь райисполком написал, значит, письмо чтобы я вернулся домой смотреть отца. Но меня, конечно, значит, не так быстренько не пустили. До 1951 года, значит, служил. В 1951 году, уже когда я приехал, дома никого не было. Отец умер. Сестренка, значит, была, значит, она вышла замуж, уехала куда-то. Мать давно, значит, до войны умерла. Приехал домой, начал уже трудиться, значит, здесь, в мирной жизни. Расскажите, пожалуйста, о самом эмоциональном воспоминании о войне. Когда, значит, мы уже войной дошли до Тунхуа, потом с Тунхуа, значит, нас отправили ближе в город, где недалеко от этого города, значит, город Синьцзянь. В городе Синьцзяне нас остановили. Там, значит, поставили палатки большой на целый взвод. И мы начали охранять, значит, железнодорожные мосты. Ну, уже караульные начали службу караулить. Кто в заводе, кто там где, а наш взвод попал, значит, охранять мост железнодорожный. Вот один раз тоже так же, значит, стоял как раз Бобкин фамилия, значит, солдат на охране. Японцы, значит, очень были смертники. Вот тот, значит, привязанный весь полностью гранатами, бросился на этот мост. Этот вот Бобкин, когда, значит, ранен был смертельно. Ну, его, значит, жалко тогда, молодой парень. А меня самого, значит, это ранили, сказал Тунхуа. Осколка только задел на правый бок, вот на это. Когда, значит, уже оттуда выехали, значит, я попал в госпиталь, там, значит, начали гноиться и вылечился.
Когда и где узнали об окончании войны? Вот когда нас, значит, после войны этой наградили орденами и медалями, потому что вот тогда, значит, этот приехал генерал-майор Казарьян, наш командир дивизии, и вот объявили, значит, так и так, окончательно, наша война окончена, японцы капитулировали, и все. Вот слышали, значит, ура, победой поздравляли друг друга, и все, война кончилась. Ваши пожелания молодому поколению? Чего пожелать? Пожелать им, значит, хорошее здоровье, учеба очень хорошо, чтобы учились и, значит, служили спокойно, значит, добросовестная служба. Пожелать, чтобы не было никакой войны, они были всегда счастливы, и, значит, молодежь, чтобы был, значит, крепким, здоровым и в любое время, значит, мог защитить нашу страну. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.